Квазистрайк. Псевдооппозиция. Государственная измена Лукашенко. Часть 1. Зенон Поздняк. 4 ноября 2021 года. Только белорусские национально-освободительные силы, только белорусское национально-возрожденческое демократическое движение, только сознательная национальная политика могут обеспечить свободное будущее свободной Беларуси. Кто на других рассчитывает, не питайте иллюзий. Объединяемся в движение «Вольная Беларусь». Создадим подпольную белорусскую освободительную армию. Нынешняя оппозиция, пропагандируемая конформистскими СМИ, группы вокруг Латушки Тихановской и другие, является проявлением и воплощением политики Москвы, пророссийской риторики и вредных действий для белорусского народа и независимой Беларуси. Демонстрация борьбы вместо реальной борьбы, выявление одностороннего протеста, зависящего от чужого влияния, обращение к чужим силам и чужая политика против национальных интересов – характерные действия псевдооппозиции. Форма политики псевдооппозиции, а по сути, сутью, имитация, профанация, фальшь и ложь. Это происходит из-за добровольной финансовой и политической зависимости от чужих властей и чужих структур, обусловлено отсутствием белорусских политических идеалов и белорусских национальных интересов. Псевдооппозиция переходит в политический бизнес низкого уровня, склонный к предательству национальных ценностей. Псевдооппозиция конформистская, компрадорская, пророссийская, пробрюссельская, но не национальная, не пробелорусская. Слово «Беларусь» в устах ее группы не имеет национального значения. Противодействуя режиму Лукашенко, псевдооппозиция не стремится к национальной власти, а играет роль инструмента внешней политики и внешних интересов. Псевдооппозицию нельзя поддерживать, так как поддержка обернется во вред Беларуси. Псевдооппозицию нужно отвергнуть и ликвидировать вместе с режимом Лукашенко. Белорусы могут точно это обозначить, потому что имеют большой опыт наблюдения за такой псевдооппозицией, начиная с 2000 года, когда она была создана Хансом Георгом Виком за деньги Европейского Союза в сотрудничестве с КГБ Лукашенко, как публично засвидетельствовал Вик. Часть 2. У квазиполитиков уже есть привычка, стереотип имитации псевдоборьбы с диктатурой. Привычка вызывает происходящее выражение протеста, влияет не только на поведение, но и на сознание политически вовлеченных людей, которые не представляют другой борьбы с режимом, как блеф, демонстрация позиций, имитация намерений и озвучивание авантюр. Здесь мы видим обычные перлы, словоблудство и гапоновщины, призывы к всеобщей домашней забастовке, заявление о ее начале и ложь о многотысячном триумфальном шествии забастовочного сидения людей по квартирам и миллионном потенциале невыходу на работу в будущем. Тем временем никаких домашних забастовок не существует. Ее нет и в принципе не будет в нынешней ситуации террора и репрессий. Забастовка – это массовое, громкое и солидарное коллективное действие, проявление коллективной силы, а не индивидуальное тихое сидение на кухнях, из которых всех или выборочно могут вытащить, бросить в тюрьму и уволить за прогулы. Ранее были инфантильные заявления вильнюсовской группировки деятелей о забастовке, о принуждении Лукашенко к перевыборам и даже об ультиматуме режиму, который режим не заметил. Но есть серьезные дела, которые теперь нужно делать каждый день, спокойно, упорно и медленно. Как когда-то делала польская солидарность во время военного положения и репрессий. Она делала это подпольно, неспешно, последовательно и победила. Есть белорусы, которые это понимают, делают и знают, что для победы над режимом им придется разобраться и с халявной русифицированной псевдооппозицией, наполненной агентами, которые имитируют борьбу за выборы при Ермошиной в античеловеческом режиме и агитируют за экономические санкции против Беларуси.
Сейчас это особенно воспринимается как пагубное, когда узурпатор Лукашенко незаконно и преступно подписал российские гибридно-оккупационные документы и планы о пошаговом захвате Беларуси России. 28 московских шагов в ближайшие 2 года. То, что эти подписи незаконны со стороны Лукашенко, то, что они никчемны и не имеют под собой законного основания, пусть никого не успокаивает. Тут предательство Родины. Сумасшедший продает белорусское государство по частям нацистскому режиму в Москве. Гибридная преступная война ведется против Беларуси и белорусской нации, путинской Россией. У российских агрессоров, как говорят политические преступники, не до законов. Для Путина главный результат – тихий захват страны, военные базы в Беларуси, а там и пострелять можно. И Европа проглотит. Готовимся к защите Родины всеми силами. Призыв к домашней индивидуальной забастовке в период репрессий и террора выглядит не то что незрелым решением, а бессильной банальной авантюрой без характерной для забастовки демонстрации коллективной позиции и силы. Это не борьба, это профанация, имитация саботажа, не больше. Вопрос только в том, зачем вдохновители таких действий для белорусов это придумали. И зачем публично лгать о якобы массовости несуществующих квартирных забастовок. 4 ноября 2021 года. Зенон Поздняк.